Bu ammalar kündümanı giyikleri var. Tapılan Allah. Очень хорошее ощущение и прекрасные люди. Амга — это прекрасное место, река красавица, люди хорошие, стадион новый, импульс новый, очень хорошо. Очень классная вообще, мне очень понравилась Амга, она очень гостеприимная. Ну, вообще атмосфера такая веселая, праздничная, я очень довольна. Стадион очень красивый, веселый, красочный. И вот синяя дорожка, она меня очень обрадовала, потому что обычно бывает красная дорожка в стадионах, а тут прям синяя, она как дает настроение, когда бежишь. А мне на самом деле очень понравился вид, сама голубая дорожка, вспоминаешь даже, как было на международных стартах, все прям то же самое. Мы здесь живем, каждый день видим изменения большие. Ну, гостей ждут, всегда все готовятся. В целом я хочу сказать, результаты неплохие, несмотря на нестабильную погоду. Поэтому лично я, например, очень доволен. А спортсмены, которые выиграли медали, я надеюсь, еще больше довольны. Ну, ощущения, наверное, только у спортсменов. Меня только это настраивать, поболеть, переживать, сочувствовать. Игры прошли очень знаменательно, очень интересно. Для спортсменов погода была спортивной, можно сказать. Ну а для зрителей, конечно, убочно было. Но тем не менее, важен спортивный результат. Это вообще, конечно, очень большой эмоциональный подъем. И видно, что хозяева здорово подготовились. И вот этот объект, который мы с вами видим, и в Чапчелгане открылся новый спортивный зал, и в Битюне открылся новый спортивный объект. Конечно, подготовка очень большая. Самое главное – это настроение участников, размещение, питание. Все как бы нас очень устраивает, и спортсмены наши готовы. Команда города Якутска самая большая, 221 спортсмен, плюс группы сопровождения разные, тоже до 100 человек. В общем, картинка очень красивая. Ну, по сравнению с прошлыми спартакиадами, да, уровень поднялся, очень нравится, все здорово. Самое главное для спортсмена, это питание. Очень классно, организовано, все вкусно готовят, все свежее, нам нравится. Питание устраивает, питание очень хорошее. Проживание можно лучше, но терпимо. Мы разместились в детском садике Кенчари. Это как раз центр села Амга. Кормят очень хорошо, встретили нас очень тепло и конечно, там уютно очень. Все вопросы решаются на месте, но в общем, все комфортно пока. Приехали, показали хороший результат. В своей группе по футболу заняли первое место. Вот всех ребят поздравляю. Это все наши ребята с Амякомского района, которых я воспитывал лично 20 лет и больше. В республике мы вместе с юношами заняли 13 место, а в своей группе заняли 9 место. Но самое, что интересно было, что мы в конце сыграли с сильной командой Мирного. В них выиграли по пенальтях, так что у нас радости очень много. Всех любим, всех уважаем, всем всего хорошего, настроение хорошее. Играть честную игру, бороться и пусть победит сильнейший. Новых вершин и новых свершений, это прежде всего и новых побед. Однозначно строительство объектов, которые связаны с командными видами спорта, оно дает новый импульс и азарт командным видам спорта. И сегодня уже такие виды спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол, они набирают свои обороты, в том числе сравнивая с традиционными нашими характерными видами спорта. Поэтому то, что у нас в районах появляются после игр и в целом вообще по федеральной программе и республиканской спортивные объекты, это дает и стимул командам. Каждые спортивные игры, они всегда по-своему отличаются. И, конечно же, мы помним, какое в прошлом году испытание было для всей республики, в том числе и для Амгинского вуза, сильнейшие за последние многие десятилетия наводнения. В результате было тогда еще принято решение о переносе игр на год. Многие вообще сомневались, стоит ли их проводить, но амгинцы меня очень сильно просили и говорили о том, что все будет сделано в сроки и на очень высоком качестве. И, конечно, мы сегодня видим, что амгинцы достойно справились с задачей. Сегодня благоустроены села, построены новые скверы, множество цветов, обустроены поселки. И, конечно же, появились прекрасные спортивные объекты, такие как стадион, здесь в Амге, многофункциональный спортивный комплекс имени Сахатча, новый спортзал в Чапчелгане. И вот сегодня в Битюнцах мы открыли
первый вообще в республике спортивный зал для адаптивных видов спорта. Это очень важно и очень нужно. И хочу сказать, что, например, на этих играх впервые в истории у нас как раз соревнуются спортсмены по адаптивным видам спорта. 244 человека, несмотря на ограниченные возможности своего здоровья, принимают участие в разных видах соревнований. И это, конечно же, пример мужества и стойкости, который демонстрируют нам сегодня наши спортсмены.